Сегодня мы поговорим о ориентировании в лесу, о том, как не заблудиться и что делать, если вы все-таки заблудились. В первую очередь, если вы заблудились, нужно попытаться вернуться по своим следам к месту, откуда вы вышли, или к месту, где есть ориентиры. Если все-таки это не получилось, то следует найти ориентиры на месте или хотя бы определить стороны света. Стороны света в лесу определить можно по многим параметрам, как-то по растительности, по солнцу и по особенностям природы. На деревьях кора обычно более грубая с северной стороны, и мох растет более интенсивно тоже с северной стороны. Особенно это заметно на березах, осинах и прочих деревьях со светлой корой. Также, если вы найдете пень, то можно определить по пню очень много. К примеру, мох на пне растет с северной стороны. Если виден спил и годовые кольца, то годовые кольца, расстояние между ними, между кольцами будет больше там, где в той стороне, где находится юг. Грибы на пнях растут преимущественно с южной стороны. Неплохим ориентиром могут служить ручейки и овраги. Любой ручеек, любой овраг приведет вас к реке. По реке вы сможете выйти к людям. Но всегда следует помнить о том, что ручейки иногда заводят в болото. Болот всегда следует опасаться в лесу, и лучше их обходить очень-очень далеко стороной. Муравейник к дереву обычно, опять же, с южной стороны пристраивается. Если он вдали от дерева, то пологая сторона муравейника обращена к югу. Находясь в лесу, очень полезно прислушаться. Возможно, вы услышите шум дороги, железнодорожной ветки, какие-то другие звуки, характерные для людского хозяйства или для путей, которые могут вас вывести к людскому жилью. Когда вы заходили в лес, и, к примеру, в поле рядом работал трактор или комбайн, то полезно ориентироваться на звук, так как он слышен очень далеко.